Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Чем судьба порадует до конца года? Что это будет? Как это будет? Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну здесь у меня пара вышла. Смотрите, два человечка вместе в одной лодочке. Но явно хорошими переменами в личной жизни. Если вы уже в отношениях, что-то не ладилось, что-то не клеилось, какие-то конфликты, неустроенность была в жизни, поверьте, все наладится. Здесь вот лодочку вам предоставляет судьба. Главное, чтобы у вас было желание и у вашего партнера. Я думаю, что вы все порешаете, сможете и договориться, и в каких-то проблемах обнулиться, в претензиях. Да? То есть у меня здесь хорошая, добрая семья, замечательная пара. Люди, которые друг друга любят, к друг другу тянутся. Люди, которые приумножают свою любовь. Кстати, у кого-то прямо беременность отыграется. Да? Вы можете под конец года узнать, что вы беременны. И это прекрасное событие, которое всех вокруг сделает очень счастливыми людьми. Прям, знаете, от души. И женщина рада, и мужчина рад. И да, как, знаете, плоды вашего союза, вашей любви. Просто замечательно. Кто у меня был без пары, я так понимаю, что здесь романтика начнется. Да, знакомство произойдет, а мужчина начнет за вами ухаживать. Да, у мужчины тут очень серьезные планы. Все-таки как лодочка идет, да, все-таки лодочка это на семью, на семью. Это не просто так, как поматросить и бросить, да, повстречаться, время провести в легкую. Нет, нет. Здесь вот именно мужчина будет очень заинтересован в женщине, потому что с его стороны лодочка плывет. Ну а женщина что? Она к мужчине присмотрится, оценит, да, с мужчиной время проведет, узнает его получше, потом будет принимать решение. Но вам явно не будет скучно, а у вас явно вот тонус поднимается, настроение поднимается. Вы прям на глазах будете хорошеть. Конечно, любовь, ухаживание, внимание — это ж просто волшебные таблеточки, которые нужны каждой женщине. И вы их, конечно же, получите. Так, идем дальше. Здесь вот радость связана с детьми, с вашими детьми, либо с вашими внуками. Очень хорошие какие-то события. Может быть, это какие-то детские праздники, может быть, какие-то детские конкурсы, не знаю, результаты в учебе, результаты на работе. Может быть, детки у вас взрослые, там, внуки, может быть, даже взрослые. Прям порадуйтесь за детьми. Будет несколько событий, несколько, не одно, когда вы очень рады, горды и счастливы тем, что с вашими детьми вот именно это происходит. Да, такие хорошие, добрые события происходят. Кстати, кто-то будет радоваться за то, что ваш ребенок, дочь, сын, да, создает пару, да, создает семью, может быть, чего-то добивается по жизни. Да, такие тоже могут быть моменты. Приятно. Еще с правой стороны выходит. И вот несколько идет, несколько моментов, несколько ситуаций. Порадуют дети, внуки очень порадуют. Так, еще момент каких-то даров, подарков. Угу. Смотрите, это могут быть действительно подарки, которые предоставляются, не знаю, там, людям. Да? Это не конкретно вам кто-то приходит, что-то дарит. Да? Это больше похоже на, ну, не помощь.
Это действительно как подарок идет. Но подарок не от конкретного человека, а, например, от какой-то организации. Да, может быть, какой-то госорганизации, либо там, как не гуманитарная, волонтерской организации. Да? Какие-то идут подарки. Подарки, помощь, возможно, даже какие-то предметы идут. Там, в виде там, мебель, предметы мебели, какие-нибудь там девайсы, да, которые там нужны там, на кухне, по хозяйству. Вот. Что-то будет поступать. Причем несколько раз, либо от нескольких организаций. Может быть, даже какие-то выплаты. Выплаты даже могут быть. Да, денежные, как подарки, денежные выплаты могут быть. По случаю, например, там, окончания года, да, либо к новогодним праздникам. Вот. Возможно, раньше вы никогда этого не получали, вы даже об этом не знали. А вот именно в этом году выбор пойдет на вас. Вот вам будут предлагать и вам будут давать. Знаете, неплохо, неплохо. Вы, главное, не отказывайтесь. Может быть, вы человек очень скромный, да, действительно не разбалованный там, подарками. Вот. Не отказывайтесь, все принимать, все пригодится. Да, вот, пожалуйста, ваше время получать подарки. Будет неожиданно и будет очень приятно. В этот раз вот прям выбирают вас, чтобы вам дать, чтобы вам помочь, чтобы в чем-то поддержать вас. Да? Это хорошо, очень хорошо. Так, дальше у вас идут 2 тройки, тоже с левой стороны. Ну, тройки — это у нас работа, учеба, интересы, новые знания и люди, которые, например, профессионалы в той или иной сфере, да, которые оказывают профессиональные услуги. 2 тройки, значит, дважды вам повезет с квалифицированными людьми, со знающими людьми, с профессиональными людьми. И также, возможно, вы что-то хотели для себя узнать, сделать, получить, улучшить. Вот здесь судьба вам будет помогать. Вас будут направлять именно в те места, либо к тем людям, кто действительно могут помочь, подсказать, поддержать и всячески улучшить и вашу жизнь, и удовлетворить все ваши запросы. Вот, с нужными, с правильными людьми вы контактируете, и очень хорошие, качественные знания, науку, подсказки вы будете получать. Так, идем дальше. Маленькая очень лошадка здесь у вас стоит, совсем маленькая, крошечка. Ну, лошадочки — это обычно работа, новая работа. Да? Почему-то, мне кажется, это новая работа. Либо новый вид деятельности, либо действительно какая-то новая работа. По размеру этой лошадки, скорее всего, это самое начало. Да? Первые шаги, там, первые дни, либо первые пробы, да, в новом деле, в новой работе. Поскольку лошадочка вышла с правой стороны, ну, это правое дело. Это дело благородное и действительно ваше дело. Дело, которое будет очень успешным. Да? Просто нужно немножечко больше времени для того, чтобы эта ситуация проросла. Будь то новая работа, будь то новый вид деятельности. Но еще до конца года судьба подарит вам эту возможность попробовать себя в новом деле, да, либо в чем-то новом, да, на новой работе себя попробовать. Хорошо, это очень замечательно. Так, женщина очень токсичная и ядовитая. Не могу сказать, кем она вам приходится, но я так понимаю, что вы от этой женщины натерпелись, пострадали, либо испытали очень много неприятных моментов. Почему-то у этой женщины корона падает. Прям, знаете, вместе с головой падает. Но я так понимаю, что она перед вами извиняться будет. Вот за все свои гадости, пакости, за все свои там поступки, проступки она будет перед вами извиняться. Не только корону снимет, но и голову перед вами опустит, попросит прощения и извиниться. С левой стороны ситуация идет. Для вас это будет просто мега-шок. Да, вы даже в самых смелых мечтах не могли себе представить, что эта женщина сможет признать свои ошибки, да, либо
попросить прощения за свое поведение, за свои поступки. А именно так и произойдет. Сама к вам придет, сама все расскажет, сама прощения попросит. Как вам поступать? Ну, я думаю, что вы сами решите для себя. Да, тут советов, рекомендаций не вышло. Вышло лишь предупреждение, что та женщина, кто тебя обижал, мучил, заставлял страдать и был источником всех неприятностей, придет, попросит прощения. То есть тут будет как бы конец этой истории, конец этому вредительству, этим помехам и злым поступкам со стороны именно этой женщины. Так, у меня даже и свеча догорела, которая нам точно сообщила, что так и будет. От врага своего, недоброжелателя, вы 100% скоро избавитесь. Да, мои хорошие. Такой замечательный подарочек вам вышел. Так, дальше идем. Здесь какого-то человека вам судьба назад вернет. Человек, либо несколько человек, может быть, даже это семья. Смотрите, либо этот человек был частью вашей семьи, либо этот человек имеет свою семью. Смотрите, эти люди в вашу жизнь возвращаются. Не могу сказать, по какой причине их не было, почему вы там не виделись, не общались, что между вами произошло, ничего не указали. Указали лишь, что по светлой дорожке с правой стороны эти люди назад возвращаются в вашу жизнь. Либо этот человек возвращается в вашу жизнь, в вашу семью. Значит, по светлой дорожке это в светлое время суток, и человек идет с добром, с добром. То есть, что бы там между вами раньше не происходило, как вы бы не были причиной расставаний, человек идет именно с открытым сердцем и с действительно чистым желанием с вами опять возобновить отношения, вернуться в вашу жизнь. Вы этого человека совершенно не ждете. Вообще от слова совсем не ждете. Может быть, обижены на этого человека, может быть, как смирились с такой ситуацией. Ну, вы разные, у всех по-разному отыграется. Но человек придет, у вас тут будет и шок, и радость, и все смешается, и такое прям состояние будет полета среди звезд. Но это действительно идет подарок, причем такой, знаете, глобальный, я бы даже сказала. Тут от души вы порадуетесь, действительно от души. Так, еще важный момент. Какая-то дорога вам откроется. Дорога на какую-то поездку. Поездка дальняя. Дальняя, очень сложная. Может быть, с какими-то пересадками. Много видов транспорта надо менять. Либо несколько дней надо ехать. Вот, вам откроется. Вы либо документы получите, либо визы получите. Ну, либо приглашение вам придет. Да, возможно, вас кто-то пригласит в эту поездку. Вот, дорога вам открывается. Дорога будет, ну, у кого-то в этом году, перед Новым годом прям поедете, а у кого-то уже в следующем году, вот как раз после праздников и поедете. Вот, но путь он открыт, для вас путь открыт. Уже тут никто не помешает, не отменит, никаких вот перепонов у вас точно не будет. Если вы хотели, мечтали, путь вам теперь открыт, можете потихонечку даже и вещи свои собирать. Ну, кто-то сам поедет, а кто-то даже вот всей семьей поедет. В хорошем настроении, легкая дорожка, тут-тут-фу, и сядьте и поедете, доедете, все у вас будет хорошо. Так, еще какая-то тайна, какой-то секрет, что-то вот прям покою не давало. Вот у вас прям этот вопрос, прям дырка в голове, да, вот вопрос постоянно, мучил вас этот вопрос. Не могу сказать, чего касается. Может быть личного, может быть и там на работе, в каких-то делах. Но вопрос был прям острый, как нож, понимаете? И вы прям постоянно этот нож кололись. Вот, пойдет информация, пойдет оттуда, откуда не ждете. Информация, и причем такая четкая, такая ясная, вот никаких вопросов не останется. Все поймете. Мало того, что поймете, так еще и какие-то действия вы будете предпринимать. Если это была какая-то проблема,
начнете решать эту проблему. Если это была какая-то ситуация, ну так, пожалуйста, все карты в руки. Будете обыгрывать эту ситуацию. Это очень хороший знак. По крайней мере, вот чисто психологически станет легко. Легко от того, что вы наконец узнали правду. И второй момент, вы можете с этим справиться, вы можете от этого избавиться, вы можете это решить. И все зависит только лишь от вас, от вашего решения и от ваших действий. То есть как возможность эту ситуацию не только рассмотреть, разузнать, но и, как говорится, перевернуть, вывернуть в свою сторону. Вот так, мои милые. Так что это хороший знак. Так, а теперь маленькое объявление. Мои хорошие, кто смотрит меня на других платформах, не на Ютубе, знайте, что это не я. Это не я, это не мои каналы. Это мошенники. Мошенники, которые выдают себя за меня. В частности, Яндекс.Дзен. Люди с российскими номерами оказывают якобы от меня услуги. Я не имею российского номера, никакого отношения к Яндекс.Дзену я не имею. Вот, поэтому не обращайтесь, пожалуйста, к мошенникам и будьте бдительны. Будьте бдительны, пожалуйста. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.